Ассаламу алейкум, друзья! В эфире Лезги Хабарар, лезгинские новости. Коротко о главном. Памятник Сулейману Стальскому открыли в Дербенте. Южный Дагестан презентовали на выставке Халяль Экспо. Назрела ли необходимость переименования географических названий Юждага? Радик Исаев стал чемпионом мира по тэквондо. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске. 18 мая в южной столице Дагестана, городе Дербенте, состоялось открытие памятника первому народному поэту страны гор Сулейману Стальскому. Церемония проходила перед зданием Государственного лезгинского музыкально-драматического театра, носящего имя великого лезгинского мастера поэтического слова. Автором работы является известный лезгинский скульптор и художник Сабир Гейбатов. Отметим, что инициатором и заказчиком установки памятника является глава Дербента Имам Яралиев, принявший, кстати, участие в создании архитектурного облика проекта. Все работы были проведены за счет средств завода минеральных вод Рычал-Су, без участия бюджетных средств. Общая стоимость проекта составила свыше 15 миллионов рублей. С 21 по 23 мая в Москве состоялся главный выставочный проект мусульманских регионов и производителей России – 6-я Московская международная выставка Moscow Halal Expo 2015. В рамках выставки был организован туристический форум, на котором прошла презентация туристско-рекреационного потенциала различных регионов России. Каждый из них продемонстрировал красоты своего края, а также имеющиеся и перспективные инфраструктурные мощности для развития туризма. Не остались в стороне от форума и лезгинские общественные силы. Так, молодежный департамент ФЛНК совместно с фондом «Лейки» предложили организаторам свое участие в форуме для презентации историко-культурного наследия и туристического потенциала города Дербент. Финансовую поддержку акции оказал московский бизнесмен Гаджи Рамазан Магомедов. Программа участия лезгинских общественников включала в себя несколько отдельных эпизодов, главным из которых было выступление с докладом вице-президента ФЛНК Руслана Курбанова, в ходе которого он рассказал гостям о разностороннем потенциале Дербента. По словам представителей Федеральной лезгинской национальной культурной автономии, в последнее время увеличилось количество запросов в адрес ФЛНК со стороны лезгинской общественности, озабоченной засиливанной язычной топонимики на территориях проживания лезгин. В связи с этим руководство лезгинской автономии приняло решение организовать на официальном сайте опрос по поводу отношений читателей и подписчиков сайта к данной проблеме. Тема опроса – назрела ли необходимость переименования географических названий Юждага? Проголосовать может любой желающий. Просим и вас не оставаться в стороне. Ахтынский район поддержал всероссийскую акцию «Ночь музеев». Так, в ночь на 17 мая, накануне профессионального дня музейных работников, в селении Ахты прошло культурное мероприятие под названием «Ночь в Ахтынском музее», приуроченное к празднованию 70-летия Великой Победы. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, акция, организованная Ахтынским историко-архитектурным музеем, прошла благополучно. К 18 часам музей был готов к приему посетителей, которые не заставили себя ждать. В мероприятии приняли участие представители администрации района, молодежного парламента, общественных и муниципальных организаций и учреждений, школьных коллективов и ветераны труда. На проходившем в Челябинске чемпионате мира по тэквондо в финале весовой категории до 87 кг выступающий за Азербайджан лезгинский боец Абдурахим Исаев завоевал золотую медаль, а с ней и звание чемпиона мира. В упорной финальной схватке за титул чемпиона мира Исаев встретился с лидером мирового рейтинга из Узбекистана Джасуру Байкузиевым и нанес тому поражение 5-4. Таким образом, наш спортсмен стал лучшим тэквондистом планеты. Международная ассоциация любительского бокса назвала Альберта Селимова, выступающего в весовой категории до 60 кг, лучшим боксером апреля в мире. Такой чести Селимов удостоился благодаря успешному выступлению во Всемирной боксерской серии, где он одержал 6 побед и завоевал лицензию на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Напомним, что Альберт Селимов родился в городе Каспийск, но является выходцем из селения Ага-Стал Сулейман-Стальского района. Он становился чемпионом мира и Европы в составе сборной России, однако с 2013 года выступает за команду Баку Файерс и сборную Азербайджана. Воспитанник дагестанской и чувашской борцовских школ, наш земляк Даурен Куруглиев выиграл международный турнир «Олимпия» в Греции. Соревнования по 3 стилям борьбы проходили с 14 по 17 мая в одноименном городе, где зародились Олимпийские игры. Отметим, что Даурен в прошлом году также триумфовал в этом турнире. Даурен Куруглиев, представляющий национальной сборной Дагестана и Чувашию, завоевал золото в весовой категории до 86 кг. В финальном поединке он взял верх над соперником из Молдавии Петром Януловым. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго. Ассаламу алейкум.